Добрый день, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи информационной. У нас по регламенту заявлено с 11 начала, поэтому предлагаю уже приступить непосредственно к нашему мероприятию. Все вы уже прекрасно знаете, что нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2021 год объявлен годом науки и технологий в Российской Федерации. В связи с этим на территории Республики Саха-Якутия также запланированы ряд мероприятий, направленных, имеющих научный формат. Данный план мероприятий был разработан совместно с учеными нашими, с научными учреждениями, находящимися на территории Республики Саха-Якутия, и утвержден постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Ознакомиться с данным планом мероприятий можно на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Сегодня наша информационная встреча, которая здесь происходит, основной целью своей имеет направлена на то, чтобы познакомить наше общество, наших граждан с работами, планами наших ученых, которые проходят, уже завершились какие-то из них в 2021 году, и дальнейшие их планы на 2021 и последующие годы. В связи с этим я хотел бы предоставить слово непосредственно хозяевам Академии наук Республики Саха-Якутия. Это вице-президент Академии наук Попов Сергей Вячеславович. Спасибо. Действительно, сегодня мы находимся в годе науки и технологий, который был утвержден президентом нашей страны 25 декабря 2020 года. Ну, я хотел бы от имени Академии наук приветствовать вас на пресс-конференции по вопросам деятельности научных учреждений, которые расположены на территории нашей республики. Хотел бы сказать, что сегодня представители от научных учреждений, ученые нашей Якутии, расскажут вам о научных проектах и достижениях, планах на этот год, которые они должны осуществить на этот год. В эти дни Республика Саха-Якутия является одним из крупнейших научных центров на северо-востоке Российской Федерации. Ну, наука здесь, конечно, выступает в роли отраслевого ресурса экономики и движущей производительной силы социально-экономического развития нашей республики и представлена организациями всех видов научно-исследовательской деятельности. Я хотел бы добавить, что Академия наук Республики Саха-Якутия направлена на интеграцию научного потенциала нашей республики, проведению фундаментальных и прикладных исследований, которые осуществляются в региональной политике в области естественных, технических и гуманитарных наук, усилению роли науки в поступательном развитии республики. Ну, нормативные базы реализации года науки уже вышли, хотел бы сказать. Ну, я указ уже упомянул президента Российской Федерации. Был утвержден план основных мероприятий по проведению Российской Федерации года науки и технологий в 2021 году. Был утвержден соответствующее, вышло распоряжение нашего правительства, нашей республики о реализации в Республике Саха-Якутия указа президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года. Ну, а также распоряжение правительства о плане мероприятий по проведению года науки и технологий в нашем регионе. В соответствии с главными стратегическими документами Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития республики на период до 50 года, была утверждена государственная программа научно-технологического развития Республики Саха-Якутия до 2024 года. Кстати, она была подписана главой нашей республики 31 декабря 2020 года. Целью повышения уровня взаимодействия науки и бизнеса и выполнения стратегически значимых проектов в нашей республике, а также увеличение расходов на научные исследовательские и опытно-конструкторские работы, в регионе развивается проектное управление научными исследованиями, которое подразумевает формирование прямого заказа индустриальными партнерами для научных организаций. Но в связи с этим
была утверждена, я хотел бы это тоже напомнить, главой нашей республики 29 июня 2021 года программа комплексных научных исследований в нашей республике, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы до 2024 года. Это, как мы именуем, КНИ второй этап. Ну, основной целью этой программы КНИ является разработка научно обоснованных прогнозов и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития республики как одного из стратегически значимых субъектов Российской Федерации на северо-востоке страны, ну и в ближайшей перспективе до 50-го года. Хотел бы сказать, что Академия наук является координатором стратегически важного межрегионального проекта, про который мы только-только начали говорить. Это НОЦ мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития». Действительно, 9 июля 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации огласило итоги конкурса по отбору научно-образовательных центров мирового уровня. Ну, данный конкурс стал фактически заключительным этапом в отборе научно-образовательных центров мирового уровня, которых по поручению президента России в нашей стране должны быть создано 15. Научно-образовательные центры в ближайшем будущем должны обеспечить трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. И в конкурсе в этом году участвовало 14 проектов от 28 регионов, инициаторов создания центров. Одним из 5 победителей, как вы знаете, Норд-Север, который включает в себя не только Республику Саха-Якутия, но и Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданский и Сахалинские области. Так, участниками центра вот этого НОЦ стали 11 научных институтов, 5 высших учебных заведений и 21 научных школ, которые будут реализовывать свои проекты совместно с предприятиями реального сектора экономики. Важно отметить, что уже сегодня имеется более 70 совместных проектов с зарубежными научными учреждениями. Планы и ориентир Академии наук сегодня – это Академия наук – это многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, среди преимуществ которого наличие научных школ, перспективных направлений исследований, ну и устойчивое взаимодействие не только главой, но и правительством нашей республики. Ну и высокий уровень интеграции через АУСы Академии наук с вузами, академическими институтами, ну, также связь с отраслевой наукой, федеральными научными центрами, дальнейшее масштабирование и интеграция деятельности Академии наук заключается в этом. Учитывая взаимосвязь между целями социально-экономического развития республики и результатами научных исследований, Академия наук нашей республики и дальше будет содействовать развитию научно-технологического развития нашего региона, комплексного социально-экономического развития не только республики, но и Дальневосточного федерального округа, как в случае НОЦа, ну и Северо-Востока России в целом. Спасибо. Так, я хотел бы продолжить в ранге модератора и передать слово Фиц Янце Сибирского отделения Российской Академии наук. У нас Чиросов Михаил Михайлович подошел. Если нет, то я передаю слово. Чуть-чуть попозже будет. Да, начальнику отдела развития молодежной науки Департамента науки и инноваций Федорову Святославу Игоревичу. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники пресс-конференции. Позвольте начать свой краткий экскурс по научным мероприятиям за прошедшее полугодие. В нашем университете, в Северо-Восточном федеральном университете имени Максима Кировича Амосова, 2021 год был объявлен годом молодого исследователя. И он проходит под девизом «Познавать и развиваться». Таким образом, наш университет в настоящий момент большинство
своих сил откладывает на поддержку молодых исследователей, студентов, аспирантов и так далее. В рамках этого года, года молодого исследователя, года науки и технологий, были проведены очень много конкурсов. Если говорить в частности, то были начаты, в этом году стартовали такие конкурсы, как конкурс поддержки молодых ученых, направленный на финансирование публикаций, издаваемых по итогам проектов молодых исследователей. Этот конкурс проводился, сбор документов проводился в конце 2020 года, но итоги были объявлены в 2021 году. И 17 молодых исследователей были награждены внушительными суммами для публикации их научных изысканий. Помимо этого, в этом году была возобновлена конференция аспирантов, аспирантские чтения. С перерывом, после перерыва, 8-летнего перерыва, данная конференция привлекла очень много внимания. Также участников было больше 100 человек. Все победители, призеры были также финансово награждены для продолжения своих научных тем. Помимо этого, в этом году стартовали 2 спецпроекта. Это первый спецпроект, это «Наука за пределами известного». Этот проект направлен на помощь молодым исследователям найти актуальные темы для работы и повысить качество исследователей. Второй спецпроект – это научный журнальный клуб. Миссия этого клуба – это развивать навыки чтения и понимания научной публицистики среди молодежи, критического и научного мышления. Также в первом полугодии 2021 года на базе Северо-Восточного федерального университета начали свою деятельность 2 лаборатории. Первая лаборатория – это Международная научно-исследовательская лаборатория лингвистической экологии Арктики. Вторая лаборатория – это научно-исследовательская лаборатория по изучению климата и экосистем северных регионов. Также во втором полугодии надеемся на завершающийся конкурс молодежных лабораторий. Надеемся, наши проекты будут поддержаны и в дальнейшем откроются еще дополнительные исследовательские центры, лаборатории, где исследователи, не только молодые, будут иметь возможность развивать свои научные проекты. Помимо вышесказанного, также были проведены в качестве мероприятий традиционные наши конференции, также декады науки, например, либо весной 2021 года в апреле проходила неделя молодого исследователя, в которых принимало участие также огромное количество студентов, аспирантов. В рамках этих мероприятий было проведено в каждом больше 100 мероприятий. Это количество такое обусловлено тем, что практически все мероприятия проходили в формате онлайн, а формат онлайн предполагает, что слушатель может подключиться с любого места, в любое время. И, в принципе, очень удобно показала себя удобная платформа. Также в этом году завершился, в мае 2021 года завершился конкурс, точнее проект «Сириус Лето», в котором студенты выступали в качестве наставников для школьников. Студенты получали заработную плату за свою научную деятельность, они курировали проекты школьников, совместные проекты делали. И по итогам данного мероприятия 24 студента прошли весь этот путь и в настоящий момент готовятся ко второму конкурсу, сбор документов которого до сих пор продолжается и закончится к концу августа. Если вкратце говорить о первом полугодии 2021 года
в Северо-Восточном федеральном университете, то нужно сказать, что этот год принес очень много возможностей для молодых исследователей. Также, точнее, для всех исследователей принес очень много возможностей. Были объявлены огромное количество конкурсов, не только финансовой поддержки, но и каких-либо совместных мероприятий. Но это очень сильно подстегивает наших исследователей продолжать и развиваться. Спасибо большое. Спасибо. Святослав Игоревич, он представлял Северо-Восточный федеральный университет. Сейчас я хотел бы передать слово Фиц Янце Соран, главному научному сотруднику Черосову Михаилу Михайловичу. Пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, у меня еще в этом году появилась дополнительная такая нагрузка. Я начальник образовательного центра Фиц-Ян Цесаран, как раз которому было поручено некая координация и сбор информации по году науки. Ну, самое большое мероприятие, которое мы организовали в рамках академической науки, открылось буквально вчера, но мы работали с марта месяца интенсивно, контактировали с центральными научными институтами. Сейчас в историческом парке «Россия. Моя история» до конца года будет работать выставка, даже серия выставок под названием «Академическая наука и технологии в Якутии». Она посвящена году науки и охватывает институты сибирского отделения РАН и подведомственные Министерству образования и науки, Министерство науки и высшей школы Российской Федерации. И это как раз те структуры, которые имеют федеральное подчинение, плюс инновационные предприятия, которые у нас подчинены Министерству инноваций и цифрового развития и информационных технологий. Очень интересная выставка, целая серия от истории до современности. Сейчас она открылась и будет работать до конца года. А в январе месяце уже прошли переговоры по итогам открытия. Будет в целом закрытие в историческом парке таких выставочных серий, где мы уже приглашаем все научные учреждения и социум, где есть проектно-исследовательские работы. Не всегда это бывает только взрослая наука, но это еще и молодежная, и среднее профтехобразование, и школьное образование. Вот это то большое мероприятие, которое мы организовали в течение полугода. Фактически шла такая идеологическая работа. Ну и, конечно, были у нас конференции, посвященные языку, технике. В основном они проходили у нас в режиме Zoom, но были все-таки конференции, на которые приехали реально ученые. Вот совершенно недавно была конференция, посвященная юбилею Бондарева Эдуарда Антоновича, очень известному ученому, механику, доктору наук. И приехало очень много специалистов, и были заключены договора о сотрудничестве. Мы тоже также активно участвовали и в самых различных конкурсах, которые республика вместе совместно выиграли. Тоже сейчас проводятся работы по молодежным научным лабораториям. Ну и еще можно сказать, что одна из таких важных результатов – это то, что ФИЦ выиграл средства по конкурсу программы научно-технического технологического развития Российской Федерации. Это все, что входит в нацпроекты наука и вуз, и университеты. И там довольно большая сумма, солидная. Это приведет к новому увеличению оборудования, и многие научные направления получат новое дыхание и новую материально-техническую базу. У нас таким образом было 4 крупные научные конференции всероссийского масштаба, выставка. Ну и еще надо сказать, что в этом году мы с однолетним перерывом выиграли места целевые в аспирантуру. У нас был период, 1 год был перерыв до нашей понятной нормативной ситуации в нашей стране, да и, возможно, наших. В этом году мы выиграли 18 мест в аспирантуру и открываем аспирантуру после определенного перерыва. Это тоже, мы считаем, результат, который получили после новых изменений, связанных с годом науки.
Ну и, конечно, мы надеемся на определенную результативность по конкурсам молодежных научных лабораторий вместе с университетами и другими научными учреждениями. Спасибо, Михаил Вот это у Михайлович. нас основное, то, что мы Так, делали. мы продолжаем. Я хотел бы передать слово представителю Арктического государственного института культуры и искусств в Рио ректора Станиславу Семеновичу Иванову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Действительно, мы все попали в очень особые условия в этом году. Начали проводить год науки и технологий. Поэтому, конечно же, работа со студентами в режиме онлайн. Но так как мы творческий вуз, мы имели возможность все-таки ребята, которые обучаются творческим специальностям по определенному графику, иметь возможность приглашать в институт для проведения непосредственно занятий с преподавателями по ряду творческих профессий, специальностей и направлений. Ну, во-первых, мне бы хотелось начать с того, что, как и, наверное, во всех вузах, 8 числа мы сделали, прошло в институте торжественное открытие, была подготовлена неделя, декада даже, наверное, мероприятий этому посвященная. И началась она с публичных научно-популярных лекций ведущих профессоров, докторов наук, которые работают в нашем институте. Ну и понятно, что темы их лекций были связаны с культурой и искусством. Это такие лекции, как лекции профессора доктора культурологии Шлыковой «Цифровая культура. Новые возможности и тренды», профессора культурологии, доктора культурологии Ляпкиной «Наследие Якутии. Возможности культурологической экспертизы», доктора искусствоведения профессора Добжанской «Музыкальный фольклор малочисленных народов Севера и как нематериальное культурное наследие России» и профессора Ивановой-Унаровой «Одежда и украшения народов Берингии». Данные лекции транслировались, были в свободном доступе, транслировались в режиме реального времени, и в принципе они сейчас сохранились на YouTube. Есть возможность к ним обратиться, посмотреть и послушать выступления наших профессоров. Ну и, конечно же, научная работа в ВУЗе, она, наверное, очень тесно связана с научно-практическими конференциями, которые проводятся. У нас были проведены для студентов научно-практические конференции онлайн. Это актуальные вопросы современного искусствознания и музыкальной педагогики, проблемы перспективы. Затем такая конференция уже 7-я по счету межвузовская студенческая научно-практическая конференция, как актуальные проблемы современного гуманитарного знания. В основном участвовали студенты гуманитарных специальностей, библиотечно-информационной деятельности, кафедры культурологии, социально-культурной деятельности. Тем, кому интересны эти проблемы. Затем, так как у нас уже действует 2-й год магистратура, поэтому у нас проводились магистрантские чтения, были заслуженные доклады магистрантов 2-го курса. И, конечно же, состоялись аспирантские чтения. Это уже была 10-я по счету научно-практическая онлайн-конференция молодых ученых по тем специальностям, которые у нас существуют. Это искусствоведческая секция и культурологическая секция. Ну и, конечно же, в институте вы, скорее, знаете, что в институте действует научно-исследовательский центр циркумполярной цивилизации, который возглавляет доктор социологии профессор Ульяна Алексеевна Винокурова. Под эгидой этого центра прошли традиционные уже тоже 7-я международная конференция, воркшоп «Аргуновские чтения», в которых приняло, благодаря тому, что они проходили в режиме онлайн, более 160 участников, и было представлено международное участие. Далее мы разделили такой раздел, как семинары, круглые столы. Значит, один из интересных – это международный междисциплинарный мобильный научно-практический семинар «Холод и здоровье». Он был проведен под эгидой Арктического института, но, конечно же, все наши вузы – это медицинский институт СВФУ, это Арктический агротехнологический институт,
Чурапчинский институт физической культуры и спорта Северный форум, а Ямиконский улус тоже приняли активное участие в этом семинаре. Поднималась тема феномена холода, его влияние на здоровье, влияние и действия холода на организм человека, адаптация. Было поднято очень много очень интересных вопросов. Внутренние семинары, которые проводились для студентов, это семинар «Работа в новой системе видеоконференц-связи» на платформе Агики. Станислав Семенович, мы тут собрались по итогам, а не внутреннего распорядка конкретного института. Хотел бы более подробно, какие итоги именно по этому году науки и технологий, понимаете, а не работу студентов, магистрантов и так далее. Продолжить и передать слово Арктическому агротехнологическому университету, начальнику отдела инновационных внедрений НИЧ Протопопову Ариану Егоровичу. Добрый день, уважаемые гости. В этом году Арктическим государственным агротехнологическим университетом организованы и проведены крупные мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий в России. Проведены чугуновские и вторые верхоянские чтения для школьников агропрофильных школ и молодежи. Также прошли третий лесопромышленный форум Республики Саха-Якутия и форум IT Арктика 2021 год. Университет периодически проводит ориентационные мероприятия для популяризации агротехнологического направления среди школьников и студентов. В этом году также наш университет выступил с организатором республиканского конкурса «Моя профессия IT-2021». В финал попали 2 команды университета. Так, недавно открылся новое направление по подготовке программистов в аграрном секторе экономики, то есть первые уже результаты имеются. 23 апреля в ГАТУ состоялась презентация англо-русского словаря по технике для защиты растений. Данная книга представляет собой первый в мировой практике опыт создания англо-русского терминологического словаря по технике защиты растений на принципах системного подхода. То есть в этом словаре вошли 35 тысяч терминов. 29 апреля на базе инженерного факультета Агротехнологического университета прошло торжественное открытие учебной аудитории Росшельмаш, которой присвоено имя видного государственного и общественного деятеля нашей республики Аяла Ивановича Степанова. 28 мая в стенах Арктического университета, Государственного агротехнологического университета состоялась презентация научно-сетевого журнала «Вестник АГАТУ». Уже готовится сейчас второй номер. Первый номер уже вышел. В представлении изданий приняли участие профессорский преподавательский состав, научные сотрудники, студенты и члены редакционной коллегии. Спасибо за внимание. Спасибо, Ариан Егорович. Я хотел бы чуть-чуть добавить, что действительно Академия наук за эти полгода отработала очень-очень хорошо. И я хотел бы добавить, что мы в рамках подписанного договора с издательством «Наука» в этом году уже издали 2 тома 3-томного издания «Истории Якутии». Причем они уже находятся в городе Якутске, первые тома. А 3-й том, фактически оригинал-макет готов, и мы должны приступить в августе месяце к тиражированию 3-го тома. И этот 3-томник, фактически выход этого 3-томника у нас также проходит в рамках этого года науки и технологий. Добавить хотел бы еще энциклопедию Якутии, которая является продолжением энциклопедического словаря, вышедшего в 2018 году. И мы в этом году уже выходим на подготовку 1-го тома энциклопедии Якутии, многотомного, я повторяю, многотомного вот этого научного издания. И хотели бы сказать, что в этом году мы 1-й том энциклопедии Якутии будем издавать. Тоже в рамках года науки и технологий. Хотел бы сказать, что вообще говоря, развитие академических институтов и университетов, высших учебных заведений невозможно без своего журнального вот такого уровневого журнала,
которые должны издавать соответствующие академические институты. Дело в том, что Академия наук в этом плане очень хорошо участвует. И вот я хотел бы вам показать вот этот столик. Там у нас расположены 3 журнала, которые фактически через Академию наук, через Северо-Восточный федеральный университет выпускаются. И хотел бы сказать, что Web of Science платформа — это природные ресурсы Арктики и Субарктики. Это фактически издает Академия наук. Ну и математические заметки СВФУ — это Scopus рейтинг Q4. Дело в том, что вот эти все итоги от молодых исследователей, дело в том, что этот год же посвящен фактически году науки и технологий, который позволяет сказать, что этот год для молодежи, чтобы привлечь их в науку. А без журналов соответствующего уровня это невозможно сделать. И вот хотел бы сказать, матзаметки СФУ, который там тоже лежит, входит в Scopus рейтинг Q4 уже. Ну и, конечно, научно-популярный журнал «Наука техника в Якутии», который тоже, издание которой тоже проходит через Академию. Ну вот на этом я не хотел бы остановиться, хотел бы сказать, что мы можем перейти к вопросам от прессы, ну и телевидения. Ну, может быть, кто еще может сказать, может Борис Моисеевич пару слов. Ну и до этого я хотел бы отметить, что вообще говоря, вот молодежь в науку, вот это слово у нас является краеугольным в этом году. И в 2019 году, вообще говоря, Академия наук с президентом Российской Федерации запустили направление базовой школы Российской Академии наук. И вот это направление мы также поддержали в нашей Академии наук. И мы их называем базовая школа Академии наук Республики. Когда как рановские вот эти базовые школы находятся в городе Якутске, а базовые школы Академии наук, они в муниципалитетах, они в большей части муниципальные. Их у нас 11. Ну и вот это базовые школы РАН, они были задуманы также с целью привлечения молодежи в науку со школьной скамьи. Но я хотел, может, Юрий Иванович несколько слов скажет, потом Борис Моисеевич добавит. Базовые школы Академии наук нашей республики ведет отдел научно-образовательного центра, который возглавляет Юрий Иванович. Он вышел, да? Ну тогда Борис Моисеевич может добавить не только по базовым. Нет, по школам РАН скажет По школам РАН это РАН. Юрий Иванович. Так, значит, а я, если позволите, немножко дополню то, что очень масштабно сейчас рассказал Сергей Вячеславович по некоторым конкретным проектам, которые осуществляет Академия наук. Прежде всего, значит, это 2-й год ведутся работы по так называемой программе «Вилюй». Значит, финансирует компания «Алроса» через целевой фонд будущих поколений. В рамках этой программы реализуются 3 проекта. Первый – это связанный с экологией реки Вилюй. Второй – это состояние здоровья населения в бассейне Вилюя. Так, и значит, третий – это поиск новых источников питьевой воды для населения бассейна реки Вилюй. Значит, в прошлом году был выполнен первый этап этих работ, в 2020 году. В 2021 году сейчас активно ведется работа по 2-му этапу. И в конце 2021 года, значит, наши коллеги будут представлять сводный отчет, по результатам которого будет решаться вопрос по инициативе депутата Филтумена о продолжении этих работ в 2022-2024 годах. Первое, что я хотел бы добавить, значит, кроме того, Академия наук принимает самое активное участие в подготовке Всемирного мамонтового форума, который должен пройти в нашей республике в следующем 2022 году. Значит, уже в первом полугодии текущего года эта работа начата, и в последние месяцы она активизируется. Значит, наверное, вам, уважаемые журналисты, вашим читателям, слушателям, интересно все-таки, что делается в нашей республике в плане
научного обеспечения дальнейшего развития. Вот я могу сказать, что благодаря поддержке, прежде всего, главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева, министра науки и высшего образования Российской Федерации Фалькова, а также президента Российской академии наук, академика Сергеева, значит, и председателя Сибирского отделения Российской академии наук Валентина Николаевича Пармона, вот уже в первом полугодии получил очередной импульс, проект, связанный со строительством в нашей республике альтернативы мировому хранилищу семян в толще многолетней мерзлоты с использованием нашего уникального богатства – это природного холода. Значит, в настоящее время создается уже рабочая группа по организации филиала Всероссийского института, ВИР, он раньше назывался, сейчас он называется Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени академика Николая Ивановича Вавилова. Вот это криохранилище, вторая очередь, будет как раз строиться в рамках вот этого филиала ВИРа в нашей республике. Стоимость проекта где-то 530 миллионов рублей. Значит, этот проект поддержан также Советом Безопасности Российской Федерации, поскольку он связан именно с обеспечением продовольственной и экологической безопасности в условиях различных экстремальных происшествий, как природного характера, так и техногенного характера на дневной поверхности. И он также поддержан агропромышленным комитетом Государственной Думы Российской Федерации под руководством академика Кашина. Ну, наверное, не безинтересно тоже будет знать о том, что значит, вот в рамках сейчас создаваемых проекта НОЦ мирового уровня «Север», значит, это буквально вот в эти дни организуется целый ряд молодежных лабораторий, в том числе одна из этих молодежных лабораторий – это как раз по проекту криохранилища семян растений. Еще одна молодежная лаборатория создается как раз по изучению экологических особенностей атмосферы в Арктике, значит, под руководством главного ученого секретаря ФИЦ ЯНЦ-СУРАН Петра Григорьевича Мордовского. Значит, ну и в заключение несколько слов, если это вам будет интересно, значит, о развитии проектов, связанных с созданием биопрепаратов из тканей наших якутских экоформ растений и органов аборигенных животных севера. Ну вот буквально в последние дни, значит, Минпромторг Российской Федерации объявляет конкурс на получение субсидий по, вот 15-й проект, это по разработке средств профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мы сейчас готовим документы, в этом конкурсе будем участвовать, значит, представлять препарат, который вы, уважаемые коллеги и читатели, и слушатели, наверное, уже хорошо знаете. Это бета-глодин, который мы сейчас заканчиваем регистрацию в Роспотребнадзоре города Москвы. Благодаря поддержке главы нашей республики мы получили дополнительное оборудование, необходимое для увеличения объема выпуска этого препарата. И уже сегодня его поставляем в наши медицинские организации. Если вас будут интересовать подробности, задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо, Борис Моисеевич. Я как отметил, что год науки и технологий – это основной задачей является привлечение талантливой молодежи в научную сферу. Как я отметил, НОЦ Академии наук – это базовые школы республики. Вот по ним расскажет Юрий Иванович Семенов, руководитель вот этого отдела Академии наук. Пожалуйста. Спасибо большое. Я постараюсь кратко. Как завещал еще Михаил Васильевич Ломоносов,
университет, наука должна заниматься детьми. В своем выражении он сказал: университет без гимназии, как пашня без семян. Также академик Лаврентьев, который занимался со школьниками, Андрей Николаевич Колмогоров, выдающийся математик, академик, и наш первый президент Республики Саха-Якутия, открывая Академию наук, также завещал ученым и академикам прежде всего начинать подготовку кадров со школьной скамьи в научной сфере. И вот Академия наук с 2012 года имеет отдел научно-образовательный центр, который целенаправленно занимается с детьми школьного уровня. И здесь у нас есть базовые школы. Вы знаете, что в Российской Федерации в 2019 году были созданы 110 базовых школ. У нас это с 1994 года, а закреплено документативно создан отдел в 2012 году. У нас в 10 районах, это Хангаласский, Нюрбинский, Верхневилюйский, Усть-Алданский, Амгинский и другие районы. И в городе Якутске, это Якутская городская национальная гимназия, являются базовыми школами Академии наук. Мы занимаемся учебно-тренировочными сборами, когда ученые, академики Академии наук, из преподавателей, профессорско-преподавательский состав Северо-Восточного федерального университета, ученые Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской Академии наук занимаются непосредственно в различных кружках, секциях с учащимися этих базовых школ. Кроме этого, есть еще и другие школы, с которыми мы также активно работаем. Но все же ключевой идеей с 2019 года у нас является следующее направление. Первое – это подготовка учителей базовых школ в аспирантурах Российской Федерации во форме соискательства в Академии наук Республики Саха-Якутия. Итак, у нас 10 аспирантов обучается в городах России: Москва, Пермь и Новосибирск, и 12 соискателей у нас в Академии наук в нашем отделе проходят аспирантуру в форме соискательства в написании научных диссертаций. Это учителя, которые работают непосредственно в базовых школах и в школах-партнерах Академии наук. Кроме этого, вторым направлением являются научно-исследовательские экспедиции, которые проходят у нас уже давно. Мы их называем школой академика Никиты Гавриловича Соломонова. Он является нашим идейным лидером в этом большом направлении. И несмотря на любую погоду, в принципе, и летом, весной, зимой, у нас проходят эти экспедиции в год 27 комплексных экспедиций по изучению родного края. И в 2019 году мы начали создавать научные центры при школах. Так, научный центр в Якутском городской национальной гимназии, наверное, ни в одной школе, может быть, и мира нет таких коллекций. И трилобиты есть, и останки животных, и мамонтовой фауны. Такая же лаборатория в прошлом году мы открыли при школе у Салданского улуса. Это в 2 школах. И в этом году мы планируем открыть такие же лаборатории при 3 школах. Это в Чурапчинской гимназии, в Ахтемском лицее и в Амгинском лицее. Надеемся, что все хорошо пойдет. Несмотря на ковид, который у нас идет, если мы раньше отсюда выезжала большая группа ученых, то сейчас мы перешли на дистанционную форму и обучили педагогов уже самостоятельно проводить эти экспедиции. И этим летом у нас проводится 18 экспедиций в 18 районах республики. И еще 7 экспедиций у нас предстоит в августе, в сентябре месяце. Третьим направлением нашей деятельности это является подготовка к олимпиадам. Мы уже за последние 3 года более чем 11 наших базовых школах 12 победителей поступают без результатов, можно сказать, единого госэкзамена, только по итогам этих олимпиад в различные вузы. И необходимо сказать, что в базовых школах не только повышается качество образования, но и поступаемость прежде всего в центральные вузы. У нас более чем 67,8% обучающихся поступают в базовые школы. Не говоря о том, что 100% поступают на бюджетные места в
высшее учебное заведение. Мы считаем это очень хорошим показателем нашей работы. Кроме этого, ключевым направлением являются научные исследования, которые мы проводим в рамках этих базовых школ, в рамках диссертационных исследований. Так, например, появилась идея создания лаборатории детства именно в работе с базовыми школами. Это одна из очень больших, мне кажется, направлений. Вы знаете, что в области экономики Нобелевскую премию в 2000 году получил Джеймс Хекман, доказав, что именно в дошкольном возрасте можно, работая, можно получить наибольший результат в работе с детьми, не вкладывая, то есть в 4 и 5 раза больше дает результаты вклад в дошкольное и начальное образование, чем вклад в высшее учебное заведение и в старшие классы. И вот определившись с этим, в наших базовых у 3 школ есть начальные классы, мы вот проводим такие вот большие исследования 3 направлений. Первое – это состояние здоровья детей, второе направление – это психологическое развитие наших детей и общее когнитивное развитие. Есть очень интересный факт 2 наших годов исследования. Мы работаем в группе, в том числе Московского университета, где изучаются дети дошкольного возраста города Москвы, Татарстана и Республики Саха-Якутия. И норма развития города Москвы детей 4,2 по нашей шкале, да? Татарстана 4,1. А норма детей Якутии, вот по предварительным данным 2 лет исследований, 7,1. То есть можно сказать, что огромный потенциал наших детей. И вот мы здесь хотим увидеть подтверждение этих исследований вот этого 3-го года исследований. Так что очень большая работа по направлению базовых школ проводится, в том числе по созданию школьных научно-исследовательских технопарков. У нас выиграли гранты наши школы благодаря научно-методической поддержке Академии. Это Майнский лицей, это Актемский лицей, это Чурапчинская гимназия и Усалданская школа, Мюрюнская юношеская гимназия. Проекты более чем на 1,6-2,2 миллиона рублей. Так что создаются вот такие школьные научные технопарки, где дети занимаются наукой именно со школьной скамьи. Так что, если есть вопросы в этом направлении, тоже готов ответить. Спасибо, Юрий Иванович. Я хотел бы в ранге модератора еще добавить, что, вообще говоря, Академия наук запускает федеральный проект, проект региональные гранты, которые финансируются Российским научным фондом. И вообще говоря, раньше, до этого года, это Российский фонд фундаментальных исследований, они вели через свой фонд. Сейчас он был реорганизован, ну то есть передан Российскому научному фонду. И фактически вот с этого месяца вот через сайт Российского научного фонда мы должны запустить региональные проекты именно по 2 направлениям. Это малые называются региональные проекты и отдельные научные проекты. Они финансируются с 2022 года, ну, до 7-8 миллионов один проект. Это очень хорошие проекты. И эксперты по тем направлениям, которые были указаны, фундаментальным поисковым направлениям, мы уже утвердили через президиум Академии наук нашей республики, и Российский научный фонд их принял в обработку. В настоящий момент фактически мы готовим гарантийное письмо, и на базе этого гарантийного письма эти проекты будут запущены. И научное сообщество, которое представляет академические институты в нашем регионе, это высшее учебное заведение, которое сейчас присутствует, они должны, конечно, принять участие в этих региональных конкурсах, которые вот на днях должны открыться. У меня вот такая информация. Ну и это тоже Академия наук нашей республики работает в этом направлении. И хотел бы сейчас перейти к ответам на вопросы. Пожалуйста, какие у вас есть вопросы к представителям научного сообщества высшего учебного заведения? Пожалуйста.
ну, заинтересовывают наукой, да, и как вот эта вот деятельность продолжается в учебных заведениях, в вузах, не секрет, ну, насколько вот молодые действительно заинтересованы э, пойти в науку, и действительно, ну, не будем лукавить, что научно-практические конференции все эти не все хорошие результаты дают, да, допустим, большинство студентов, мне кажется, там участвуют, возможно, из-под палки. Ну, не знаю, в наше время так было, может, сейчас современные студенты другие. Насколько есть интересные работы, и действительно ли молодые идут с желанием прямо в науку, и есть ли пополнение кадров вот в научной сфере? Спасибо за вопрос. Давайте я отвечу. Если говорить о студентах, то по последним данным около 70% всех студентов занимаются так или иначе научно-исследовательской деятельностью. Вообще по образовательной программе все студенты занимаются научной деятельностью, и их итогом научной работы является ВКР, ну, выпускная квалификационная работа. Ну, в дополнение к этому более 70% занимаются. Ну, их подстегивает, конечно, один из частых причин занятия наукой – это повышенная государственная академическая стипендия. Это стипендия, которая назначается за успешное занятие научной деятельностью. Она назначается на весь семестр. И, ну, студент получает дополнительный, скажем так, доход в виде стипендии. Ну, помимо этого, перспективы занятия научной деятельностью очень даже радужны, потому что студент видит, как молодых исследователей поддерживают, какие проекты, конкурсы есть, даже, например, по заработной плате, если говорить, то было увеличение заработной платы именно для молодых исследователей. Потом если говорить именно о самих молодых исследователях, то в настоящий момент ну, престижность сохраняется молодого ученого, поэтому исследователи стремятся апробировать свои знания, свои научные исследования и ну, добиваться больших результатов. Да, у нас, например, есть у нас учебно-научно-технологическая лаборатория полимерной технологии. Ну, половина из сотрудников этой лаборатории – это молодые исследователи, которые начали заниматься наукой в студенчестве, затем продолжили, ну, закончили специалитеты и продолжили свою деятельность в аспирантуре. В настоящий момент ну, большинство из этих молодых исследователей уже имеют статус кандидата наук. То есть достаточно на высоком уровне, в принципе, работают. Они занимаются изготовлением новых материалов. То есть имеют очень даже хорошее будущее деятельность этой лаборатории. По выигранному НОЦу, который вот третий этап, мы уже про это говорили, молодежные лаборатории из 8, которые были там отобраны, фактически основная масса это региональные наши республиканская молодежь. То есть от другого региона только Сахалин одну лабораторию подал, а все остальные 7 это фактически СФФУ и академические институты ФИЦ Янце Соран. Вот такая информация у меня. То есть молодежь в нашей республике работает. Это показывает наличие журналов, рейтингов, которые лежат вот напротив нас. Ну и, конечно, их руководители, которые заинтересованы. А год науки и технологий это подстегивает именно в этом направлении развивать молодежь и привлекать их в науку и исследования. Ну, конечно, с наработкой неких технологий. А НОЦ в этом будет одним из самых таких краеугольных наших побед в этом году, которое произошло наконец-то. Фактически регион работал в этом направлении 2018 года. Ну и итог только мы получили только в этом 2021 году.
Можно добавить немножко? Человек, Пожалуйста. связанный с молодежью, со школьных скамей, да. На самом деле у нас 25 лет назад по инициативе Московского технического университета имени Баумана был создан совет программы «Шаг в будущее», значит, куда вошли все представители академической, вузовской, Академии наук Республики Саха-Якутия, Объединенные ученые советы большую роль играли. И за 25 лет мы создали систему интереса. Если Россия в этом году захотела обратить внимание как год науки, то мы можем говорить, что у нас вообще регулярно дети знают, что есть наука, что есть интеллектуальное творчество, и очень много у нас молодежи проходит через нашу систему. Конечно, кое-кто уезжает в центр, но очень многие остаются у нас в Якутске, потому что часто я говорю, эффект получают порой не те, кто сейчас вот в школе первые, а те, которые в 3, 10, 15, но они понимают, что такое наука, приходят, работают в нашем Северо-Восточном федеральном университете, который на самом деле за 25 лет сделал выдающийся вклад в эту программу. Ну и надо сказать, что там сложно определить, кто первый, кто второй, кто третий. Мы вот в таком в хорошем проектном смысле все вместе. И дети, которые проходят через нашу систему, которые выходят на какой-то определенный уровень, они многие имеют навыки, азы и дальше идут в науку. Ну а те, которые не идут в науку, нам не нужно такое большое количество. Каждый год у нас порядка 8 тысяч детей проходят. Я не представляю, как такое количество рабочих мест в науке. Они получают азы, которые им очень полезны в среднем специальном образовании, если они туда пойдут, в высшем образовании, и в дальнейшем они их используют как специалисты, инженера с высшим образованием и так далее. У нас создана система, она одна из лучших. Это в стране это признает, потому что за 30 лет программы «Шаг в будущее» в этом году мы были признаны лидером программы «Шаг в будущее» за 30 лет. Наш дальневосточный регион, фактически мы единственные представляем, и нас признали лучшими в Российской Федерации. Это большой вклад научного сообщества в целом. Поэтому вот маленькое такое дополнение в плане, что вот студенты из-под палки и так далее. Конечно, есть, я могу сказать, наверное, есть такой процент. Но еще есть такая штука. Пока не подтолкнешь, кто-то и вкус к этому не получает. Ну, а вообще в университете система была создана давным-давно. Я как председатель Совета научной молодежи университета в том республике, и все это дело все мы вместе начинали. Ну, а история Советов молодых ученых вообще с Башарина Георгия Прокопьевича идет, да, Тимофеевич. И это вообще уже такая традиционная система. И вот в советское время была апрельская конференция, посвященная дню рождения Владимира Ильича Ленина. По сути, эта конференция сейчас, она тоже живет, существует. Вот конференция ЦУ Амосов, вот Святослав об этом что-то не упомянул. Это одна из таких четких смотров и недели. Ну и все участвуют, мы все открыты. Проходят конференции в ЯНЦ, университетские, проходят в университете, ЯНЦ, Академия наук проводит конкурсы и гранты. Это тоже все общий смотр. Надо сказать, что мы можем гордиться, что у нас есть такая своеобразная система, которая подталкивает молодежь к проектно-исследовательской работе. Она создана от органов власти, от главы республики, правительственные, ну и все это интегрируется, финансируется нашим госорганом Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. То есть мы можем гордиться, все-таки признать нас за 30 лет лучшим регионом в стране, хотя там у нас регионов регионально зарегистрировано 50 с чем-то официальных. Мы лучшие за 30 лет. Я думаю, это благодаря в том числе людям, которые сидят напротив вас и помогают и содействуют развитию. Спасибо. Спасибо, Михаил Михайлович. Если можно, я еще 2 слова добавлю. Пожалуйста, К тому, что сейчас сказал Михаил Михайлович. Значит, в эту систему входит не только программа «Шаг в будущее», это для школьников, но и для студентов, для молодых научных сотрудников. Это лаврентьевские чтения, значит, это ларионовские чтения. И вот, насколько я знаю, никогда за многие годы, значит, не приходило
того или иного студента или молодого научного сотрудника толкать, вынуждать принимать в них участие. Наоборот, очень стремятся. Это очень престижно стать лауреатами вот этих вот чтений различных. Ну и к тому, что сказал Сергей Вячеславович, я все-таки хотел бы немножко добавить следующее. Да, конечно, повышение роли, вклада молодых в развитие науки – это очень важная задача, но все-таки основная цель провозглашения 2021 года годом науки – это научное обеспечение технологического, социально-экономического развития России в целом. Это главная задача науки. Для чего наука существует? Для того, чтобы людям было легче жить, так скажем, в конечном итоге. Научные изыскания. Ну вот я здесь сейчас приведу фразу, значит, лауреата Нобелевской премии Жареса Ивановича Алферова. Вот он, кстати, на этой фотографии, он был здесь в свое время в Якутске, в Академии наук, значит, который говорил, что не существует фундаментальной и прикладной науки. Существует наука, которая дает результаты через 3-5 лет, и мы ее называем прикладной. А существует наука, которая дает важные результаты через 30-50 лет. Мы ее условно называем фундаментальной. Как свет в конце тоннеля любого научного исследования должно светить нам, светить ответ на вопрос, для чего мы это делаем. И вот тогда исчезает грань между фундаментальной и прикладной. Тогда вся наука становится действительно важной для людей, для государства, для страны, обеспечивая ее технологическое, прежде всего, социально-экономическое, культурное, духовное развитие. Это главная цель года науки. Еще вам один вопрос, поскольку тема ковида у нас, тема у нас, да, немножко о препарате. Вы сказали, что вы поставляете ее уже медицинской организации, конкретно в какие, и есть ли она в свободной продаже, и третье, какие плюсы? Ну, понятно, что это не лекарство, а биопрепарат, Да, и да. как оно применяется? Так, ну, значит, в свободной продаже пока нет, поскольку я сказал, что, ну, скорее всего, в августе завершится процедура регистрации в Московском Роспотребнадзоре. После этого мы получим право поставлять в свободную продажу через аптечную сеть. Значит, на сегодня, поскольку уже проведены 3 серии клинических испытаний, значит, мы представляем медицинские учреждения, в которых есть так называемые красные зоны. Это практически все наши республиканские больницы, РБ-1, РБ-2, РБ-3, ну и целый ряд ведомственных больниц, в которых, повторяю, есть красные зоны. Значит, здесь цели 2. В первую очередь это профилактика распространения ковидной инфекции, ну и в первую очередь среди медицинских работников, врачей, медсестер и так далее. И второе направление – это реабилитация больных, перенесших ковид, поскольку вы знаете, что это достаточно тяжелая стадия, чреватая большим числом разнообразных осложнений. Вот этот препарат, который мы получаем из 2 биологически активных источников, это, значит, слоевище лишайников определенных и кора березы. Значит, мы выделяем биологически активные комплексы, дальше они подвергаются определенной биотехнологической переработке, ну, современной методикой, если это что-то скажет, механохимической активации, так называемая. Дальше этот ультрадисперсный порошок капсулируется, и вот это уже готовая форма препарата. Так, что еще вы спрашивали по нему? Да, значит, ну, результаты достаточно хорошие. Я уже сказал, что по результатам 3 клинических стадий сейчас идет регистрация, сертификация в Москве. Значит, дело в том, что благодаря вот свойствам этих биологически активных веществ из 2 источников, значит, удается купировать, скажем, все основные направления
формирования осложнений после ковида. Значит, мы знаем, ну, прежде всего, это вещества, природные вещества антивирусного действия, противовирусного действия. Значит, предварительно этот препарат, ну, не то что предварительно, до пандемии, был испытан значит, как дополнительный элемент при лечении, скажем, самых тяжелых форм вирусных гепатитов B плюс D. Это под руководством главного инфекциониста в то время нашей республики Снежаны Спиридоновны Слепцовой. Она сейчас замдиректора Мединститута по научной работе. Вот. И, значит, при лечении наиболее тяжелых форм туберкулеза. Это на базе нашего НПЦ-фтизиатрии под руководством замдиректора по науке Винокуровой Марии Константиновны. То есть противовирусная и антибактериальная активность, она доказана была. Значит, кроме того, было показано, это еще в предыдущие годы, что определенные биоактивные вещества, входящие в этот комплекс, обладают двумя дополнительными направлениями действия. Это, значит, противосвертывающая активность, что оказалось актуальным при ковиде. Потому что один из основных механизмов поражающего действия вируса – это запуск гипертрофированной активности системы свертывания крови. И второе – это коррекция функциональной активности иммунной системы, то есть профилактика аутоиммунных процессов, которые тоже оказались чрезвычайно актуальными при ковиде. Вот эти основные направления. Значит, противовирусная, противосвертывающая, антибактериальная и, значит, купирующая трансформацию иммунной системы в режим аутоиммунных процессов. Спасибо, Борис Моисеевич. Еще вопросы? Или мы... Про финансы сказали, да? И Про НОЦ? что многие научные изыскания дальше не продолжаются из-за отсутствия финансовых средств. Все-таки год технологий, науки, да, какие-то вот более большие вливания финансовые. Ну, я же сказал, без слов финансы принята государственная программа социально-экономического развития нашей республики до 2024 года с финансовыми подтверждениями. И был подписана соответствующая программа вот этой госпрограммы, которая действительно до 2024 года имеет 440 миллионов денег на научные исследования. А вообще НОЦ это 56,1 миллиарда рублей. И если его расписать по бюджетно, то это 2% это федеральный бюджет, 8% это региональный бюджет, а 90% это бюджет индустриальных партнеров, ну, промышленных предприятий. Словами. Ну, я хотел бы завершить на этом тогда нашу встречу. И хотел бы напоследок просто отметить, что в год науки и технологий все высшие учебные заведения, Академии наук, ну и ФИЦ и АНСОРАН отработали в подготовке соответствующих лабораторий Малой Академии наук нашей республики, которая открывается 1 сентября текущего года. Малой Академии наук новый лабораторный корпус с этими суперсовременными лабораториями. Поэтому многие исследования, возможно, научные этого года будут проходить в рамках этих лабораторий. Это надо вспомнить. И хотел бы еще раз сказать спасибо всем представителям научного сообщества, ну и, конечно, различных изданий. Ну и до следующих встреч, которые год науки и технологий мы будем, наверное, делать часто. Уважаемые участники, от имени Министерства образования и науки Республики благодарю всех за активное участие и традиционно прошу вас на общее фотографирование остаться. У нас есть пока строится быстро.